Свои научные достижения школьники показали на научно-практической конференции «Шаг в будущее» имени академика Владимира Петровича Ларионова. Она проводится с 1996 года и является основной площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся в регионе. На научной площадке для школьников собрались все те, кто выиграл муниципальные этапы во всех районах республики. Мы хотим стать такой межрегиональной большой конференцией научной, да, и как всегда у нас также много в этом году участников из северных арктических районов, улусов, и это очень важно. Мы сейчас активно применяем, значит, такие гибридные форматы, это у нас онлайн форматы, это очень важно, да, кстати, ребята все участвуют в этом, и это тоже хорошо. Но самое главное, да, мы используем всегда вот как раз физическое, да, кстати, взаимодействие, это ребята здесь на месте, да, с друг другом общаются, и это очень важно. Видят и встречаются, разговаривают с экспертами, которые у нас являются самыми известными учеными нашей республики. И как раз для этого мы и здесь проводим такое мероприятие. 28-я по счету научно-практическая конференция собрала порядка 1800 участников со всех уголков республики. В том числе впервые приняли участие представители Приморского края и Чукотки. В течение 3 дней участники представили научные работы перед экспертным советом в 42 подсекциях по 13 видам научной направленности. Эта конференция вошла в приказ перечня Министерства просвещения Российской Федерации уже 3-й год, да, и поэтому участники, которые завоевали призовые места, получают баллы индивидуальных достижений для поступления в вузы России и нашего Северо-Восточного федерального университета. Ну, например, университет победителям дает дополнительно 5 баллов, призерам 3 балла к баллам ЕГЭ. Это, я думаю, довольно существенная, да, ну, такая, скажем, да, подоплека для того, чтобы, ну, стремиться качественно участвовать в этой конференции. Ну и где-то больше 300 школьников получают рекомендации для выездных всероссийских конференций уже. В этом году появились новые направления, связанные с информационными и сквозными технологиями, а также программированием и искусственным интеллектом. Евгений Осипов занимается научной деятельностью более 5 лет. Он не раз принимал участие в конференциях, в том числе международного уровня. На конференции «Шаг в будущее» он представил 3D-ферму, с помощью которой из переработанного пластика печатаются елочные игрушки, символ года и специальные ампульницы для транспортировки медицинских препаратов в зону СВО. Конструкция специального пластикового футлярчика позволяет не только безопасно хранить препарат, но и моментально ее открыть и сделать необходимую инъекцию за секунды. Я довольно часто участвую в конференциях. Это уже с 2019 года я прибываю на республиканский этап «Шага в будущее», представляя свой проект. Ферма работает с мая 2023 года. Но она была основана на 3D-лаборатории лицея, работающей еще с 2016 года. За время работы лаборатории ее мощности были подняты с 20 тысяч компонентов в год уже до 60, а с этого года выходим на новые мощности в 90 тысяч компонентов в год. То есть это изначально вообще было 2 принтера, после чего нас заметили, начали спонсировать, и уже сейчас ведем переговоры по поводу дальнейшего спонсирования с Семеновым Анатолием Аскалоновичем по поводу выделения средств для выхода на мощности в 10 принтеров. Инженерные разработки, информационные технологии в сфере образования, генеалогические исследования, мода и дизайн – это лишь часть направлений, по которым были представлены работы на региональном научном событии. 8-классник Айтал Винокуров озадачился проблемой обучения шрифту Брайля слабовидящих людей. В своей работе он предположил, что лента Мебиуса будет способствовать ускоренному обучению, удобству и простоте использования. Для освоения шрифта Брайля незрячие люди вынуждены месяцами изучать правила алфавита. Особенно трудно запоминаются комбинации точек детьми младшего возраста и пожилыми людьми. Мой доклад называется «Лента знаний как средство обучения незрячих слабовидящих людей». Я занимаюсь этим докладом вроде бы 5 месяцев или 6. Я отобрался на республиканский тур. Моим консультантом выступил
Данилова Сахаяна Дмитриевна. Она нам помогала в проекте, и я ей очень сильно благодарен. Она тифлопедагог, специалист по шрифту Брайля. Мы создали пособие, которое помогает намного быстрее и практичнее изучить шрифт Брайля. С помощью него можно намного быстрее освоить алфавит Брайля, что необходимо на данный момент. Незрячий человек учится вот таким вот образом, ощущая тактильные точки. 11-летний Аман Николаев – один из самых юных исследователей на конференции. Он учится в 5 классе столичной школы. Несмотря на юный возраст, он уже думает о правильном накоплении денежных средств. Над проектом работал в течение месяца совместно со своим руководителем. Как признался участник, это его первый опыт публичного выступления, поэтому волнение присутствует. Мой первый опыт накопления денег. Я там рассказываю, как я накопил свои первые деньги и рассказываю о древних денег и откуда появились деньги. Ага. А ты уже где-то с этим участвовала? Ага. А где ты до этого участвовала в своем проекте? На городе. Если родители дают карманные деньги, можешь тратить чуть-чуть, и откладывать деньги. В работе экспертного совета приняли участие порядка 350 ведущих ученых, преподавателей и аспирантов. Эксперты отметили высокий уровень проектов, оригинальные идеи, интересный подход к решению проблем и грамотное описание результатов. Я приехал из Москвы, представляю систему МФТИ. Конечно, много раз бывал экспертом на такого плана событиях. Но, скажем так, это одно из самых масштабных, которые я видел. Масштабных по количеству предварительных участников. Первого такого уровня, когда мне назвали цифру где-то в районе 56 тысяч участников. И, конечно, то событие, которое происходит сегодня, оно мне где-то напоминает то, что я видел на ВДНХ, что сейчас Россия, выставка проходит, то, что проходит на международный салон образования. Но в детском контексте, конечно, это выглядит очень здорово. Как подготовились дети, это тоже очень круто. Это чувствовалось, что для них это большое событие, которое останется их в памяти. Потому что есть такие исследования, когда у детей через 20 лет спрашивают, у бывших детей, что вам школа запомнилась. В основном вспоминают какие-то профессиональные тусовки, детские тусовки с классным руководителем, но мало вспоминает что-то об уроке, об учебной деятельности. Это как раз то, что будут вспоминать. Проекты оцениваются по 5 критериям. Это самостоятельность разработки темы, уровень ответов на вопросы, методика работы, качество результата и анализ области исследования. В постанной части конференции участники очно представили более 1500 проектов. Дистанционно с помощью видеоконференц-связи эксперты заслушали доклады из северных районов Якутии и других регионов страны. Научно-практическая конференция проходит в несколько ступеней защиты проектов. После каждого этапа эксперты дают рекомендации участникам для того, чтобы у них была возможность подкорректировать свои проекты. Во время стендовой защиты у экспертов могут возникнуть различные вопросы. И с учетом этих же замечаний, вопросов, предложений, можно сказать, или рекомендаций даже, участники могут за ночь, скажем так, откорректировать или отредактировать свою исследовательскую работу, и уже в улучшенном варианте они могут уже выступить. И ранее, очень многие ребята так и делали. То есть во время стендовой защиты выступают, получают какие-то замечания, проходят на второй этап, и после этого спокойно, уже в улучшенном виде, варианте они очень хорошо выступают еще. В работе научно-практической конференции также состоялась выставка для педагогов, профориентационная площадка СВФУ, круглые столы и консультации специалистов. Во время круглого стола специалисты обсудили особенности выстраивания индивидуального образовательного маршрута старшеклассника. По итогам нее были выявлены ключевые компетенции, которые необходимы для выпускника школы.
Понимаем, что исследовательские навыки, так и навыки как регулятивных компетенций или коммуникативных, они развиваются с начальной ступени образования. И при реализации образовательного процесса должны быть предусмотрены свои определенные методические особенности, как мы формируем эти умения, как мы развиваем, чтобы в 10-11 классе каждый старшеклассник мог приобрести навыки самостоятельного добывания знаний, так и навыков исследовательской работы и проектной деятельности, чтобы быть готовым к взрослой жизни. Формат общественного выбора ввели в прошлом году. Суть заключается в том, чтобы понравившуюся работу оценили не только крупные компании, заинтересованные в проекте, но и ассоциации молодых ученых, преподавателей и географического общества. Это сделано для того, чтобы популяризировать научные исследования молодых исследователей. Также поставить оценку работе, который вызвал наибольший интерес, могли руководители, учащиеся и студенты образовательных организаций. Профильные министерства, профильные корпорации, профильные предприятия, да, или студенты профильных факультетов дают именно свою оценку той работы, которую представляет ребенок на своей подсекции. То есть если эксперты смотрят научную часть, новизну, актуальность, да, то общественный выбор – это получается точка зрения общественности, где им кажется, что этот проект будет полезным, будет иметь свое будущее. Мы понимаем, что иногда бывает то, что только-только зарождается совсем новое, возможно, не будет иметь какой-то большой теоретической, там, допустим, базы, да, и в этом случае, конечно, общественный выбор будет полезным, чтобы было направление, где нужно дальше исследовать. По итогам конференции более 300 победителей получили путевки на всероссийский этап. Помимо этого учреждены порядка 10 стипендий, которые были выделены Фондом будущих поколений. Динамика развития научно-практической конференции по тем или иным научным проектам растет с каждым годом. Участники конференции приобрели бесценный опыт конкурсной борьбы, дополнили свои портфолио дипломами и, конечно же, при поступлении в вузы страны получат дополнительные баллы к ЕГЭ.